Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан, Россия и Казахстан подписали меморандум в сфере перевозок. Руководители таможенных служб стран Центральной Азии и Китая обсудили упрощение оформления грузов. В Туркменабаде прошел эко-фестиваль и другие новости. Транспортные компании России, Туркменистана и Казахстана подписали меморандум о создании совместного предприятия для развития перевозок. Целью соглашения является создание единого логистического оператора на восточном маршруте международного транспортного коридора «Север-Юг». Меморандум подписали генеральный директор ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» Мердан Бяшимов, генеральный директор АО «КТЗ Экспресс» Кайрат Утяпов и генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев. Упрощение таможенного оформления при перевозке товаров обсудили по цифровой системе руководители профильных служб стран Центральной Азии и Китая. В числе других тем были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках проекта «Единое окно», обмен опытом по развитию умной таможни, борьба с таможенными правонарушениями и обмен информацией. В Туркменабаде прошел первый экофестиваль в честь Дня Земли. Мероприятие состоялось в городском парке Бетараплык и было открытым для широкой публики. Гости фестиваля смогли поучаствовать в тематических мероприятиях, организованных в разных уголках парка, в том числе стенды по искусству, образованию, технологиям и культуре. Новый представитель Туркменистана при Европейском Союзе Сапар Пяльванов вручил копии верительных грамот начальнику протокола Европейской службы внешних связей Тьерри Беше. В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями об укреплении двустороннего сотрудничества и путях вывода его на новый уровень. В числе главных тем беседы стало установление контактов на высшем уровне, что, безусловно, придаст ощутимый импульс развитию диалога Туркменистан-Европейский Союз на ключевых его треках. По показателям 3 месяцев 2023 года Туркменистан вошел в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана. За период с января по март текущего года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос на 1,8%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $263,4 миллиона. Стамбульская мечеть Султан Ахмед, более известная как Голубая мечеть, открылась после реставрационных работ, длившихся 5 лет. Голубая мечеть была построена в начале 17 века в исторической части Стамбула, напротив мечети Айя София. В ходе реставрации пришлось полностью разобрать и возвести заново 3 из 6 минаретов. Также была заменена электропроводка, почищены камни и элементы декора. Стоит отметить, что за все 5 лет реставрации полностью мечеть закрывалась только на 5 месяцев, в остальное время продолжая работать с ограничениями. С 24 по 26 апреля в Ташкенте пройдет международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия-2023». На выставке с коллективными национальными стендами примут участие производители стран СНГ, а также международные промышленные компании. Отдельная площадка выделена для открытой экспозиции, где будут представлены образцы сельскохозяйственного и транспортного машиностроения от крупнейших производителей стран Содружества. В Казани завершился проходивший в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан турнир по боксу. Среди боксеров в весовой категории до 80 кг не было равных Решиту Авезову. Туркменский студент провел 3 боя, 2 из которых завершил досрочно. Наполи близок к тому, чтобы досрочно оформить чемпионство в итальянской серии А. Для победы в чемпионате команде нужно обыграть Салернитану в следующем туре. Располагающийся на 2-м месте Лацио при этом не должен победить Интер. В таком случае Наполи досрочно станет чемпионом Италии впервые за 33 года. Футбольный клуб «Аркадак» одержал победу над Марийским «Энергетиком» в первом матче предварительного этапа Кубка Туркменистана по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе Нисса в Ашхабаде и завершилась со счетом 4-0 в пользу «Аркадага». Ответный матч состоится 2 мая. Победитель пары «Аркадак-Энергетик» в четвертьфинале сыграет против Копетдага. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.